Почти полвека в профессии. Заслуженный врач Северной Осетии Сослан Караев продолжает работать и помогать людям. Как он сам признается, насколько успешным будет лечение, зависит от самого человека, от его желания жить. Этим желанием врач и делится со своими пациентами. В начале года за выдающиеся заслуги Сослан Гапоевич был удостоен премии «Будем жить» в номинации «Легенды онкологии». Тамила Акцоева расскажет подробнее. С утра обход, потом проверка личных дел и нескончаемый прием пациентов. За столько лет к такому режиму дня Сослан Караев привык. Почти полвека назад растерянный выпускник Северо-Осетинской государственной медицинской академии не знал, как будет работать в такой сложной профессии. Теперь на опытного специалиста равняются коллеги. Я Сослана Гапоевича знаю с 1993 года, когда пришла работать в онкологический диспансер. Мы работаем рука об руку, и в любой момент, когда к нему не обратился, он всегда готов прийти на помощь и во всем всегда поможет, подскажет. И просто нереальный человек. Сразу после получения диплома Сослан Гапоевич вместе с другом уехал работать на Урал, в город Асбест. На распределении в медицинской части их отправили в Свердловскую область. «Долго на нас не смотрели», рассказывает врач. Шутит, как только поняли, что не деревянные, сразу отправили в экстренную хирургию, а через месяц дали самостоятельные операции. Уже тогда знал, от каждого решения зависит человеческая жизнь. И навсегда усвоил, эта профессия не прощает ошибок. Ошибки очень дорого обходятся. Дело в том, что если строитель выстроил дом, и ему что-то не понравилось, он может этот дом разломать и заново выстроить. У врачей такой возможности нету. И это вот ошибка того или иного медицинского работника может дорого обойтись кому-то. Кого-то лишить матери, отца, брата, сестры, сына. Отпускать домой не хотели, рассказывает врач. Но вдали от родины было трудно, и через 3 года вернулся в Осетию. 22 года работал в кишечной хирургии. Затем 25 лет заведовал маммологическим отделением. А в 2016 году Сослан Гапоевич перенес инфаркт. После восстановления вернулся на работу в онкологический диспансер, но от должности заведующего отказался. «Молодым нужно давать дорогу», — говорит хирург, «а взрослые должны помогать и подсказывать». Если бы дело заключалось в том, что сделал операцию, на этом все, значит, тогда это не врач. Внимательность и еще раз внимательность должна присутствовать с начала и до конца при обследовании, лечении каждого пациента. За столько лет в профессии понял, 70% лечения зависит от человека, говорит врач. И дело даже не в диагнозе, а в том, насколько он верит в выздоровление. Во время обхода можно услышать, как пациенты говорят о смерти, рассказывает он. А когда заходишь к ним, в глазах горячее желание жить. И после сложнейших операций вспоминаешь этот взгляд и думаешь только о них, признается специалист. Пришел домой, тогда телефонов мобильных не было. Звонишь в реанимацию, спрашиваешь, как этот двор, что, как у него с пульсом, как у него с языком. Все это надо, потому что очень часто пульс реагирует на какие-то помехи в организме. То есть, если врач не сопереживает со своим пациентом, от этого врача толку нет. По числу выявленных случаев рака Северная Осетия лидирует в СКФО. И Сослан Караев борется с этим заболеванием всю жизнь. Тысячи операций и пациентов. Совсем недавно в Москве ему вручили премию «Будем жить» за выдающиеся заслуги в номинации «Легенды онкологии». «Даже не знал, что меня номинировали», скромно признается хирург. Но если наградили, значит, все делаю правильно. Много лет назад, когда Сослан Гапоевич только начинал свой путь в медицине, его наставник сказал: «Если надел белый халат, будь готов в любое время взять скальпель и нести ответственность». И эта фраза стала девизом, которому он следует по сей день. Тамила Акцоева, Алан Суанов. Новости Осетии.